Последнее время, в связи с тем, что уборка в этом году крайне нехарактерная, и такой уборки в течение последних лет не было, да и многие старожилы, работающие в отрасли долго, уже не помню такой заготовки, появилась масса слухов о том, что, так сказать, все пропало, у нас не хватает хлеба, то есть мука будет дорожать, зерно будет дорожать, хлеб будет дорожать. Но это, будем говорить, мнение диванных экспертов, а все-таки, будем так говорить, мнение профессиональных людей, которые занимаются этим делом, совершенно другое. И министр сельского хозяйства нашей страны, и зерновой союз, и мы считаем, что зерна, производимого в нашей стране, с учетом того большого переходящего запаса, который есть, абсолютно хватает для насыщения внутреннего рынка, не только внутреннего рынка, но мы сохраним еще и экспортный потенциал. В этом году в этом тоже нет никаких сомнений. Вот, поэтому та цена, которая на сегодняшний день есть, она считается справедливой, и это специалисты тоже подчеркивают. Тот всплеск, который был там по зерну буквально там в последние дни, он обусловлен большей частью, так сказать, не тем, что действительно зерно стало дорожать, а тем, что крестьяне, пока не понимая, какой будет уровень предложения на рынке, и не понимая, еще не было у нас приказа по запрету ввоза российского зерна автотранспортом по железной дороге. То есть они решили попридержать зерно, и цена поплыла вверх. Но это, я считаю, что это абсолютно, будем так говорить, не связано с фактическим состоянием дел в отрасли, и оснований для того, чтобы резко будет повышаться цены на зерно и, так сказать, на муку и на хлеб, в принципе, мы не видим.